Говорят, главное богатство молодежи – беспредельная надежда и энтузиазм. В юности кажется, что ничего невозможного нет. Пожалуй, благодаря таким проектам, как «Гордость Абхазии», это ощущение становится действительным и неоспоримым фактом. Конкурс, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи нашей страны, состоялся впервые в 2020 году. По задумке организаторов, проект должен стать своего рода социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата Абхазии за счет представителей молодого поколения. Конечно, хорошо учиться за пределами, выезжать, получать дополнительное образование, здесь слов нет. Но все-таки надо возвращаться в Абхазию, потому что мы строим наше государство, абхазское государство, которое должно все-таки развиваться, да, и этому государству нужны кто? Люди со знаниями. Но еще дает конкурс, вот одно из таких моментов, по опыту работы вам скажу, что надо уметь готовить предложения. Будете работать в президентской структуре, в кабинете министров, вы будете готовить предложения для президента, для правительства, и эти предложения должны быть понятны, и на основе их принимаются решения. А уже будучи сами министрами, да, вы должны научиться принимать решения. Вот этому надо учиться всю жизнь. Желаю успехов. На участие в проекте в 2020 году было подано более 150 заявок. Финалисты и лидеры конкурса получили возможность пройти стажировку и повышение квалификации, а также образовательные курсы в ведущих вузах России. Финалист конкурса «Гордость Абхазии» Милана Цвижба поделилась впечатлениями от проекта, поблагодарила социальную платформу «Будущее Абхазии» за возможность получить неоценимый опыт и знания. И, конечно же, дала совет будущим участникам. Если я скажу, что это был крайне информативный, крайне увлекательный, такой испытывающий тебя процесс, я вот прям не совру вам совсем. Это было очень интересно. С многими ребятами мы до сих пор общаемся. Те идеи, которые были нами озвучены, они находят свою реализацию каждый день. Когда будете проходить каждый из этапов, будьте в себе уверены максимально. Не стесняйтесь, думайте масштабно, цельно излагайте свои мысли. Да? То есть как бы сначала себе объясните, что вы хотите сказать, что конкретно вы хотите поменять или подкорректировать. Так или иначе вы найдете свое применение. Вас обязательно услышат, и вы будете делать большие и добрые дела для нашей страны. Конкурс «Гордость Абхазии» раскрывает потенциал не просто талантливых и одаренных представителей молодежи, но и ярких личностей, способных добиваться высоких результатов в стране, отстаивать ее интересы на международной арене. Постоянно нужно повышать свой интеллектуальный уровень, свое образование. И чем больше, в общем-то, человек сумеет познать, тем, в принципе, как индивидууму ему самому легче жить. Но, с другой стороны, и общество развивается. Серьезное, хорошее мероприятие, которое подстегивает молодежь. Я вам скажу больше, она подстегивает и старшее поколение, потому что хочется, чтобы наша молодежь становилась лучше. Заявки будут приниматься с 1 по 7 июля. По итогам конкурса будут выбраны 3 победителей. После просмотра видеоэссе и после того, как конкурсная комиссия ознакомится с резюме, вы будете приглашены на собеседование, индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией. И по итогам первого этапа будет сформирован первый рейтинг конкурсантов. Во втором этапе вы будете проходить единый управленческий тест. И путем кумулятивного подсчета баллов будет сформирован уже второй рейтинг конкурсантов. В третьем этапе вас ждут управленческие игры, и у вас появится возможность презентовать свой собственный проект развития нашей страны согласно вашему профильному направлению. Подробная информация об условиях и этапах конкурса будет доступна на всех страницах проекта в соцсетях. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.